Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для стрельцов. Рассмотрим самые главные события на Таро. На колодах Ленорман посмотрим отношения и работу. И на колоде Цыганский оракул посмотрим деньги и совет. Итак, сначала Таро. Основные события, которые будут происходить у стрельцов на этой неделе. Направление, которое примет жизнь. Выпадает карта двойка мечей. Теперь посмотрим отношения. Отношения у стрельцов. 3 карты достанем. Первая карта для тех, кто ищет партнера. Вторая карта для тех, кто в паре. Третья для тех, кто в ссоре. Посмотрим работу для стрельцов на эту неделю. Для тех, кто в поиске, выпадает карта дом. Для тех, кто работает, выпадает белая карта. И для тех, у кого свое дело, выпадает карта всадника. Деньги для тех, кто на зарплате. Для тех, у кого свое дело. И совет на неделю. Посмотрим, что ждет в основных событиях. Выпадает двойка мечей. Любые двойки – это всегда какие-то спорные моменты. Это выбор. Это может быть 2 пути, которые открываются. 2 человека, которые рядом друг с другом идут, и у них либо интересы сходятся, и тогда они друг другу помогают, либо когда расходятся взгляды на жизнь, тогда происходит конфликт. И вот здесь самое главное выбрать для себя правильный путь. Всегда двоечки – это вот такой внутренний раздрай, да, вот для того, чтобы было на душе спокойно, нужно принять решение. Нужно, может быть, воспользоваться советом от третьего лица. Также карта говорит о том, что если, допустим, вы не приняли еще решение, то, скорее всего, либо в конце недели примете, либо уже в начале следующей. Также вот карта это связана с воздухом. То есть будет какая-то, возможно, противоречивая информация. Один человек говорит одно, другой другое, и вы не знаете, кому верить. Либо, допустим, вы используете информацию в своей деятельности, тоже можете получать совершенно противоречащую друг другу информацию. Да? Можете не решаться на что-то долгое время. То есть, с одной стороны, понимаете, что нужно действовать, с другой стороны, понимаете, что может быть какой-то вред от этого, поэтому можете откладывать все время. И вот из-за этого может теряться энергия. То есть вот если взять рекомендацию по этой карте, во-первых, нужно делать выбор какой-то, пусть даже неправильный, вы лучше его потом исправите, но энергию терять не будете. Это раз. Здесь у нас фигура сидит, она не двигается, да, а вам нужно начать продвигаться. И пока вот вы в таком состоянии непонятно, что сделать, что предпринять, нужно делать хоть что-нибудь. Это с одной стороны. С другой стороны, может появиться еще один источник дохода, может появиться информация о том, как вы можете еще зарабатывать. Может решаться вопрос какой-то вот с недвижимостью, с родителями, с детьми, да, вот все, что с домом связано. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то звонки, переписки, документы какие-то, может быть, неправильно заполненные, да, тоже нужно обращать внимание на это. Какое-то слово острое, критическое, да, вы можете сказать нечаянно, потом об этом пожалеть. То есть вот все, что касается информации, слов, бумаг, нужно быть очень осторожным и принимать решения обязательно сразу, не откладывать, чтобы не терять энергию. Давайте посмотрим отношения
для стрельцов. Для тех, кто ищет партнера, здесь выпадает карта у нас плеть. И она говорит о том, что могут быть встречены действительно какие-то новые люди, которые будут вас привлекать вот в сексуальном плане. Может быть, конечно, здесь и какая-то неприятная встреча. Может быть, допустим, человек вам сначала понравится, а потом он может что-то такое неприятное сделать, и вы уже, ну, как бы готовы что-то резкое в ответ сказать, да, вот как-то ответить, как-то вас это может задеть. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то споры. Вот вы только встретились, да, а уже можете решить расставаться и не встречаться больше. Могут быть какие-то неприятные моменты. Вот знаете, действительно человек может ранить, да, и потом можно думать об этом долгое время. Или, допустим, вы проявите внимание, а вас могут отвергнуть. Вот тоже такое может быть. То есть здесь вот нужно как-то осторожно, да, очень постепенно в отношения входить, знакомиться и дать возможность человеку сначала себя показать, проявить, а потом уже тогда делать выбор. То есть не нужно делать как бы слишком много, в общем, не нужно делать первый шаг, не нужно проявлять инициативу. Лучше дать эту возможность вот этому новому человеку, а вы уже посмотрите, какой он и как себя вам с ним лучше вести. Для тех, кто в паре, выпадает карта кольцо, как бы прямое здесь значение может быть, да, может быть подарок дорогой, может быть, кстати, для тех, кто вместе долгое время жил, да, есть бракосочетание, допустим, либо это предложение руки и сердца, либо это венчание, либо это бракосочетание. Это тоже может на этой неделе для кого-то важно. Кроме того, может быть, какое-то важное обязательство вы на себя берете. Это касается вот ваших отношений. И вы должны понимать, что если вы сейчас принимаете какое-то решение, это надолго. То есть пока процесс не закончится, уже из этого выйти нельзя. Это может касаться, например, появления ребенка. Да? То есть если ребенок появился, вы уже не можете от него отказаться. Правильно? То есть нужно уже как бы доводить дело до конца, скажем так. Тут уже как ваши интересы в стороне. Кроме того, здесь могут быть какие-то ситуации, которые вот вас постоянно вводят по кругу. Допустим, вы хотите от какой-то вредной привычки отказаться. И вот только что-то такое вот делаете, что, ну, как бы вас ведет к ней, да, и все. И опять у вас уже как бы ситуация закрутилась. Могут быть какие-то неприятные разговоры об одном и том же, да, вот, и никак не решается, и в то же время никак остановиться не можете. То есть, ну, эта карта, в общем, как хорошая, так и сложная может быть. То есть, если у вас действительно есть какие-то затяжные такие вот ситуации или в отношениях какие-то привычки, лучше вот не начинать, да, не затрагивать эту тему, иначе вы опять войдете вот в эту ситуацию. Ну, например, вот ревность, допустим, да, тоже вот может быть закрутит и все. То есть лучше не поддаваться, лучше даже не начинать. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта змея. Карта говорит о том, что могут быть, знаете, довольно-таки агрессивные отношения у вас. Может быть, стоит пока воздержаться. Может быть, знаете, непредсказуемые могут быть последствия ваших, как бы вашего разговора, да. То есть вместо того, чтобы помириться, можете еще больше там как-то разругаться, да. То есть нужно очень осторожно действовать, очень мудро и знать, когда сказать, когда промолчать. И еще, знаете, если на вас, допустим, будут давить, то нужно давать отпор обязательно. Ни в коем случае не терпеть. Даже если вы в ссоре, допустим, и вот партнер требует от вас, что вы непременно там дали ему какое-то обещание там или вернулись, или еще что-то такое, прислушивайтесь к себе, к своей интуиции. Вот как вы решите, так и правильно. Так, посмотрим работу для стрельцов. Выпадает карта у нас для тех, кто ищет работу дом. Замечательная карта, которая говорит о том, что будет все стабильно, будет возможность обязательно, та, которая вас устроит, комфортная.
Будет, может быть, даже работа на дому, либо близко, рядышком с домом, да, где не придется вот много времени тратить на поездки, на дорогу. Также карта говорит о том, что может быть сделки с недвижимостью, да, вот если, допустим, вы человек, который вот именно такой работой занимается, очень удачная неделя для того, чтобы подходящую работу найти. Также карта говорит о том, что любые семейные предприятия, любая работа на дому, любое вот выражение себя, вот хобби свое, попытка своего хобби монетизировать, да, чтобы оно денежки приносило, будет удачно. Кроме того, вот карта говорит еще о том, что у вас есть опыт, у вас есть большие возможности, и нужно вот соглашаться как раз на ту работу, которая вам соответствует. Не нужно браться за то, что, в чем у вас нет опыта. Вот такая рекомендация. А для тех, кто работает, выпадает белая карта. Эта карта говорит о том, что нужно больше свободы. Вот если вы чувствуете в чем-то справедливость, если вы чувствуете в чем-то необходимость, но так не принято, да, так, допустим, что-то противоречит там правилам, которые есть в вашем коллективе, либо в обществе, карта говорит, все равно поступайте по-своему. Если, допустим, вы встаете перед какой-то ситуацией, когда нужна помощь другим людям, тоже обязательно нужно ее оказать. То есть по этой карте прежде всего думаем о других, а потом только во вторую очередь о себе. То есть эта карта действительно такого вот высшего плана, потому что все, что мы сделаем на этой неделе, это будет кармический поступок, который к нам вернется, либо хорошим, либо плохим. Вот у нас здесь восьмерочка перевернутая, да, которая как раз вот показывает закон причины и следствия. И вот такой глаз у нас, да, который следит за нами, то есть, ну, как высшие силы, да. И если мы делаем что-то хорошее, и чем более значим наш поступок, тем больше мы получим вознаграждение. И наоборот, если мы что-то делаем, ну, то, что вредит другим людям, да, либо вредим себе, либо проявляем там малодушие или равнодушие, да, вот тогда это может нам вернуться чем-то неприятным. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта всадника. Замечательная возможность для того, чтобы знакомиться с новыми людьми. Какие-то новые события будут происходить. Скорее всего, будут новости, может быть, которых не ожидали или, наоборот, которые ждали. Какие-то перемены могут быть. Очень много, в общем, вопросов, связанных с коммуникацией. Также могут январские вопросы какие-то подниматься. Вот, может быть, были январские клиенты, да, или вы что-то там кому-то делали в январе. И сейчас, допустим, будут возвращаться эти вопросы, потому что вот карта всадника, она у нас с январем связана. Также здесь много будет суеты, много звонков, бумаг, поездок, много будет какой-то такой информационной работы. Много ответственности будет. И вы даже не будете успевать как-то вот глубоко входить в дела, будете только вот как-то все по верхам, да, вот лишь бы только успеть все закончить. Но в любом случае что-то новое приходит в вашу жизнь. Может быть, даже те клиенты, которые придут на этой неделе, они станут вашими постоянными клиентами. Потому что это единичка, да, цикл только начинается. Посмотрим финансы. Для тех, кто получает зарплату, здесь выпадает карта лживость, либо здесь будет у вас неделя отдыха, да, отпуск, допустим, либо у вас будет возможность потратить деньги на удовольствие. Либо вам, допустим, пообещали какую-то сумму денег и сказали, что вот на этой неделе не получится, перенесем на следующую, да, а вы уже рассчитывали, можете, допустим, как-то расстроиться. Но в любом случае, вот эта карта говорит о том, что денежки обязательно придут,
Может быть только вот время, да, другое. Для тех, кто своим делом занят, выпадает карта священник. И здесь у нас деньги действительно будут. Деньги могут приходить от людей влиятельных, от заключения каких-то важных договоров, от благотворительности. Или вы будете на благотворительность отправлять какие-то суммы. Также государственные учреждения какие-то будут участвовать, скорее всего, вот в ваших процессах, либо люди будут приходить, вот клиенты, которые вот связаны с какими-то большими организациями, да, большими проектами, деньгами и так далее. Могут быть преодолены какие-то преграды, вот именно финансовые. Может быть, не было возможности вот какое-то направление продвигать, появится такая возможность. Здесь вот прям помощь высших сил у вас вот в финансовом вопросе. Действительно проясняются очень многие моменты, но самое главное вот здесь вот благотворительность. Видимо, вы в своем деле что-то очень полезное такое делаете. Даже ваша работа считается благотворительностью, и вы как бы от высших сил получаете такую поддержку. Совет для стрельцов на эту неделю выпадает карта «Врач». Карта говорит о том, что если какие-то есть проблемы, нужно обращаться к специалисту. Это не только здоровья касается, это касается и работы, и финансов, и отношений. Да? Специалист – это не обязательно врач, да? Может быть человек просто мудрый, которому вы доверяете, человек более старший, у которого есть опыт вот в том вопросе, который вам нужно решить. Или, может быть, это просто информация какая-то, которая вам поможет, да, там мудрая книга или еще что-то. То есть не нужно рассчитывать только на свои силы, обратитесь дополнительно к людям, к информации, ищите поддержки для того, чтобы решить все вопросы, которые вот встают. Смотрите, вы сидите, да, и не суетитесь, а человек, который вам поможет, да, он, как сказать, ну, как бы сам к вам приходит, понимаете? То есть, может быть, вы слишком много вкладываете усилий в решение каких-то вопросов, а вам нужно успокоиться, подумать и просто прислушаться к мудрости чьей-то. И тогда этот вопрос решится. Друзья, желаю замечательной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. И всего вам доброго. До новых встреч.